Сделать страну безопаснее, навести порядок на улицах ради сохранения жизни и здоровья граждан. И сегодня эта инициатива наконец воплощается в жизнь. Проект «Безопасный город» прошел долгий путь. О необходимости его реализации неустанно говорили с самого первого дня. Того самого, когда еще будучи кандидатом в премьер-министры, Омурбек Бабанов обозначил свою идею внедрить на трассах и в городах республики камеры видеонаблюдения. Уже тогда молодой, современными взглядами премьер объяснил эффективность применения этой системы в борьбе с коррупцией на дорогах, а главное – в сохранении жизни кыргызстанцев. Начатое им дело, как смогли убедиться граждане и чиновники, более чем оправдывает все ожидания. И главное – не штрафы, а дисциплина и повысившаяся ответственность водителей. Госпредприятию «Кыргызпочтасы» для доставки адресатам передано свыше 35 тысяч конвертов с вложенными постановлениями о нарушениях. Из этих 37 тысяч на сегодняшний день уже оплачены постановления свыше 12 тысяч. Сумма эта составила чуть более 17 миллионов сомов. Водительская дисциплина в разы на порядок улучшилась. То есть вы сами видите, как останавливаются перед стоп-линией. И не только там, где есть АПК. Лично мое сугубо личное мнение, да, проект этот должен был заработать давно. Возможно, меньше граждан мы потеряли бы в ДТП. В рамках первой фазы применяется 27 аппаратно-программных комплексов и 20 передвижных. Со дня на день ожидается запуск второй фазы. О том, что проект много лет саботировали, признают и в парламенте. Сам Омурбек Бабанов, идейный родоначальник внедрения этой системы, открыто говорил, что довести дело до конца ему не позволили. Уже фактически готовое соглашение с инвестором дискредитировали. И не без участия определенных госструктур, не заинтересованных в введении проекта в строй. Это был 2012 год, а количество погибших в ДТП неумолимо продолжало расти. Апогея ситуация достигла в 2016-м, когда жертвами стали 938 человек. Этот проект начинался 7 лет назад. Специальная программа была, «Безопасный город» назывался, и очень большие надежды были, что наконец-то мы начнем наводить порядок в нашем городе, в республике, во всех дорогах. К сожалению, различными способами этот проект саботировался, то тендер неправильный, то начинали судиться, и в связи с этим вот дошли до 2018 года. Конечно, если бы раньше мы это сделали бы, наверное, уже сегодня, к сожалению, можно отметить, столько жизней спасли бы. Безопасные города – это когда система ведет контроль не только за автомобильным движением на дорогах, а в целом следит за порядком на улицах. Преступления раскрываются быстрее и качественнее, когда есть видео с места нападения. Там, где ведется наблюдение, риск подвергнуться разбою в разы меньше. А значит, люди чувствуют себя более защищенными. Уровень безопасности – один из важнейших показателей и для иностранных гостей. А наша республика делает большие ставки на туризм. Тем более, что Кыргызстан одинаково привлекателен для туристов и летом, и зимой. С тех пор, как наша страна открыла безвизовый въезд для полусотни развитых государств, наплыв приезжающих в туристических целях вырос в разы. А если сравнивать то с 2017 годом, то из этих стран приехало чуть более 99 тысяч человек. И на сегодняшний день, по результатам 2018 года, их количество стало более 130 тысяч. В среднем около $500 оставляет каждый турист, именно приезжающий в Кыргызстан. И это касается больше именно тех туристов, которые приезжают из стран, кому действует безвизовый режим. И если $500 умножить примерно на 130 тысяч человек, которые приехали в 2018 году, это, в принципе, показывает большую сумму. Да? И есть еще такая статистика, что более 80% этих денег остаются именно в регионах нашей страны. Но главное, что с 2012 года возможность зарабатывать появилась по цепочке у таксистов, работников музеев, историко-культурных объектов, у гидов, работников гостиниц и юрточных городков, кафе и ресторанов и, конечно же, у ремесленников. Могу сказать, что это достаточно была очень сильная поддержка премьер-министра. Он волевым, так сказать, своим решением тоже пригласил министра, сказал, подписывайте. В общем, и так было вот это принято. На самом деле, прав абсолютно, что были госорганы, которые были против этого введения. Но время показало, что это было правильное решение. Надо помнить о том, что турист приезжает в Кыргызстан,
Он тратит деньги не только на визу, он тратит деньги на проживание, питание, сувениры и так далее. То есть, по-моему, по статистике ВТО около 30 отраслей обслуживают одного туриста. Я сам лично с туристами разговаривал, они говорят, я говорю, как вы решили полететь в Кыргызстан? Они говорят, вы знаете, просто сидели в кафе, решили поехать в страну какую-нибудь и посмотреть, где есть, не нужна виза. Оказалось, в Кыргызстане нужна виза. Мы сели и прилетели. То есть было принято решение буквально за 2-3 дня до поездки. Вот в этом плане, конечно, вот таких туристов мы очень много начал в страну посещать. Вот именно то, что легко приехать. Это важно. Отметим, что безвизовый режим был введен правительством Умурбека Бабанова именно с развитыми странами, где ВВП на душу населения превышает $7 тысяч. То есть это в основном состоятельные государства с сильной экономикой, откуда приезжают граждане, уважающие закон и готовые достойно оплачивать услуги и предоставляемый сервис. Другое дело, что у нас эта сфера до сих пор на пути становления. Сегодня активно продолжается работа над тем, чтобы туристы повсеместно могли оплачивать покупки картой, имели доступ к интернету и другим привычным для себя благам. Елена Яковлева, Алтынбек Аныбекулу, НТС.